Приветствую всех любителей спорта. Ассаламу алейкум. Сегодня в студии настоящие чемпионы. Ингушские борцы греко-римского стиля вернулись с межрегионального турнира в Нальчике, где в результате упорной борьбы сборная региона завоевала 5 золотых медалей. В гостях тренеры Костоев Магомед и Ивлоев Зелимхан, а также их подопечные, которые доказали, что ингушская школа борьбы по-прежнему одна из самых сильных в стране. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. В первую очередь хочу поздравить вас с этой победой, которую вы завоевали в Кабардино-Балкарии. 5 медалей – это большая награда, на самом деле, для республики, для нашего региона. И первый вопрос. Хотелось бы узнать у участников, у спортсменов, которые принимали участие, какие эмоции испытали, когда приняли участие, когда выиграли этот турнир. Что ты можешь рассказать про этот турнир? Турнир дыхания нормально. Нормально, бежишь до этого дольше. Самая сложная схватка какая была? Хану мясо сложная схватка. То есть ты был подготовлен, да? Да. А что ты можешь сказать? Были много детей, которые хорошо боролись. Но в своей весовой категории я никому не отдал балл и выиграл все досрочно. Были сложные соперники, которые неудобны, может, в борьбе? Ну, был в финале, но досрочно выиграл. Магомед, как вы оцениваете выступления ваших подопечных на этом турнире? Выступление дикерчо. Досрочно аяғ схваткаш. И досрочно код белреш. Один шанс вообще. Что для вас значит победа ваших учеников в таких больших турнирах? Победа дик мимо чая хочу. Хосхет код велчесак. В дальнейшем дабы дик дакхан скот булшалч. Уверенность что мать колсич. Вы тренируетесь в разных, да, сельских поселках? Да, все галашки тренировки живу и рагажу дорогу. Давайте тогда немного расскажите про галашки, как у вас проходит тренировочный процесс, как готовитесь к таким турнирам. Дина, группы с 9 до 11, с 3 до 5, 9-1 зама башбы, с 3 до 5 бока башбы. Все время тренировок через это условия дике цвечо, залы дике, шимули условия цвечо. Тренировок хае безым болчины, и ему тики тренер же бы нормальный мать их с болби. Зелимхан, что ты можешь сказать об этом турнире? Турнир перспективный был, конечно, для детей особенно. Там, по-моему, как минимум 350 участников. Это около 400 участников. Региональный турнир. Были хорошие дети, и, как Магомед наш говорит, все дети наши, можно сказать, почти досрочно выиграли. Как сказать, не почувствовав своих оппонентов. На будущее чуанаха гюлыш беркет бережет результаты для перспективы наха гюлыш турнире возможно турнир же почаще цик ахвашта делать бережет далее наха долой что. А вот у вас предстоит еще турнир, да, в Ставропольском крае. Можете рассказать, что за турнир это будет? Ну, у нас по факту сегодня день приезда должен быть. Также там участвуют дети 2010-2011, ну и до 2017 года. Некоторые борются завтра, там на 2 группы разделены на 2 дня. И там также, как я слышал, традиционный турнир Ставрополя. Там тоже бывает с СНГ очень много перспективных детей. Надеемся, что с хорошими результатами приедем, иншаллах. Да, ладно. А давно вы занимаетесь тренерской деятельностью? Я уже, по-моему, с 2009 года, 16 лет, по-моему, приблизительно. Это в Нестеровской, да? Да, в Фоке Нестеровской. тренируете, да? Да, еще ФОКа не было, когда мы начинали. В школьном спортзале начали. По-моему, в 2013 году построили ФОК. Мы перебрались в ФОК, и с этого момента в ФОКе работаем. Магомед, давно вы занимаетесь? С 2002 года. С 2002, да? Чоган Хавила и Свок. С момента открытия ФОКа, да, вышли Я тренером. работаю там, да. Какую подготовку проходят дети перед важными турнирами? Есть специальная подготовка или усиленная, может быть? Ну, бывает подводка к соревнованиям, а так ничего обычного. Обычная тренировка, повседневная, как сказать. А так перед соревнованиями подводим детей
к определенным действиям. Все элементарно. Ибрагим, какую роль, как думаешь, какую роль сыграли тренеры в твоей победе? Можешь сказать? Прием хаи олж, фадидис хаолж, поддержкаешь тренер. Мгм. Фадич фоды, фадич прием хауги. То есть на протяжении турнира, да, они поддерживали постоянно. Адам, как семья реагирует на твои победы? Рад Бог çalmış, перевелч, перевелч. Ты еще сколько гуал. Мгм. Нормально, я говорю, Давно занимаешься борьбой? 5 лет уже. 5 лет, да? Получается, как получается совмещать учебу, спорт? На школе ир мог сочинить, соля, фоки вот. Сложно бывает тренироваться или Ну, как обычно, нормально. получается, да? Да. А какой самый такой запоминающий турнир проходил? Турниров много было. Сейчас сказать. Еще, ну, этих детей еще не было. Мы как раз с Магомедом еще лет 10, наверное, и выезжали. В Адыгее были турниры хорошие. В Анапе были хорошие турниры. Также в России дети выступали на высоком уровне. Вот у нас проходился в Магасе первенство России в честь Калиматова. Мгм. Там тоже очень много людей со страны собралось. Очень серьезных спортсменов много было. Как вы помогаете своим подопечным, ну, чтобы они сохраняли дисциплину, мотивацию, психологическую устойчивость? Есть поддержка? Какую оказываете поддержку вы? Я трояттума бол финансовый вешт поддержки берешь трояттума бол. Гардок я кадуасы же трояшься доллар. Алобаш, главное обычно берешь из класса яхин гедей да дол что хамалдырш. Бусыцш. Сходу шанс аган те чо. Хажж доктор забуду босш. Барухой кэн кутиксан России тройки вен. Обычно после 9 барыгиш да болешь бей. Но еще это дело гнса удержать твою вину. Хажж доктор гарки. Ходи эту бардуку. Ахол министерство поддержки. Хокерчара хаждук. Шей эту барду каждый чу. Без внимания до тогда скажешь. А что чувствуете, когда ваши спортсмены, которых вы тренируете, поднимаются на пьедестал победы? Ну, это самые приятные ощущения, конечно. Как будто твой самый родной сын выиграл, ни с чем не сравнимо. То, что ты вкладывал, и в итоге бывает результат. Эти ощущения не описать. Ну, опять же, зависит от турнира, какую степень он занял. Мгм. А какие цели вы ставите перед собой перед собой и командой на ближайшие годы? На ближайший год? Я первый СКФО России, главное у нас первый хаях кежер язык, в дальнейшем Европа мир дает. А следующий год с января я СКФО и России. Мгм. Цени регионе аж Европа мире 9-10 год. Цена кешло сдот цена подготовки на эту. СКФО Россия. Ах, цик хаяк да дали Андрей. Дело это. Какую роль играют родители в подготовке спортсменов? Очень важную роль. Без родителей дети не достигли бы, наверное, тех высот, которые добиваются. В первую очередь родитель должен контролировать дисциплину, посещаемости, режим питания, сна. Очень важную роль, так сказать. Потому что, как Магомед сказал, вот этот момент, когда дети убегают, Мгм. это все из-за родителей. Допустим, парень там не повезло ему на соревнованиях. Он пришел, проиграл. И вот эта давка от родителей, хайцавах, а он спортсмен, хогвар. Вот стимул ребенок теряет от этого. Ну, я думаю, что родитель должен быть как с другом своим, как со своим сыном, как с другом. Мгм. Поддерживать его и в поражении, и в победе. Это очень важная роль. Я так считаю. Ну, для тренера обидно, наверное, когда ты его обучил всему, да, и там и Вот в у меня- какой-то момент он уходит. Я никак не забуду этот момент, вот как раз в Нальчике, когда мы уезжали. У меня очень хороший перспективный парень, один Миржоев, Мгм. ну, такой тяжик. Мгм. И я знал, что он прям 100% станет победителем.
И так получилось, у него не получилось приехать. Но он мог приехать. Опять же, все зависело от родителей. Постоянно вот то туда, то сюда их толкают, то что-то сделать дома по работе. Я думаю, вот за 24 часа в сутки мальчику уделить 2 часа ежедневно, это я как тренер, я как отец, я думаю, это обязательно, потому что это будущее ребенка. Поэтому на этом предлагаю всем родителям акцентировать своих детей. Адам, что больше всего тебе нравится в греко-римском стиле? Все нравится, броски, приемы. А был ли выбор у тебя, вольную борьбу выбрать или все-таки Нет, классическую? папа сразу же Крымского отправил. Отправил, да? А какой твой любимый прием? Ну, чаще всего кочергу делаю. Кочергу, да? Получается всегда. Да. А есть ли уникальный какой-то прием, который никто не знает? Нет, Ты что можешь сказать про греко-римский стиль? Что тебе больше всего нравится? Ну, тоже приемы. Броски все нравится. Мгм. А есть ли у тебя кумиры? Есть кумиры Муса Ивлоев, Назир Манкиев. Мгм. То есть ты смотрел их поединки, да? Да. Адам, у тебя есть кумиры? есть Абдулла Бекхан, Надир Манкиев, Мусайлов. Я смотрю чаще всего. Как ты отмечал победу после возвращения? Я не отмечал. Ну, Через может, так. определенный отдых у тебя бывает или... Нет, чунч, да, Иксаля, еще одна тренировка вот. Велимхан, что можешь сказать ты про школу борьбы в Ингушетии вообще в целом, чем отличается от других школ? У нас перспектива на высшем уровне греко-римской борьбы. Так, не пройду мимо, отмечу нашего министра Руслана Белхароева. Очень большой вклад он в греко-римскую борьбу внес, так как сам является чемпионом. Я не знаю, почему они его не назвали. Для них тоже должен быть кумир, наш министр, потому что у него вся жизнь борьба, как говорится, хоть он и министр. Но он большой вклад вложил в греко-римскую борьбу. Я думаю, именно борьба у нас на высшем уровне в республике процветает. Тем более вот такое поколение молодое. Я думаю, они продолжат этот путь достойно. Вот в Ингушетии у нас в основном популярны два вида – дзюдо и греко-римская борьба. Что можно выделить больше все-таки развито? Ну, я не думаю, что там что-то из этого можно выбрать, потому что дзюдо – это очень перспективный тоже вид спорта, очень хороший олимпийский вид спорта. Очень сложно стать чемпионом страны по дзюдо, потому что там конкуренция большая, так же, как и в борьбе, как и в вольной, как и в классической. Я думаю, они на одном уровне идут. Мгм. А в зале вот тренируете вы детей в основном или тоже старшие группы есть? Акцент на что сделан? Ну, у меня без ограничений, у меня группа. Я тоже вечером работаю с 6 до 9, 3 часа. Мгм. И у меня и маленькие, и взрослые. А сложнее с кем работать, с детьми, либо же со старшей? Конечно, с детьми, с маленькими. Им нужен индивидуальный подход. Там психология у них другая. Там, с ними очень аккуратно надо работать. Не ушуметь, чтобы интерес не пропал. А старшие, они как уже по течению воды. Уже знают, что им нужно. В основном с старшими более легче, чем с детьми. Мгм. А вот устраиваете вы или между, например, фоками, да, какие-то турниры? Турнир школ дер. Анзоққа шықанер Слепцовский, но зал хайлайт шықани турнир. Мгм. Чабот қобы қысқан. Каст әлі жүрті ё, цеге ё, ерж болчу қылға жүр турнир. Каст еме ар турнир. Республиканский агулби хайоқыш. Даху хаби хахам эсковор барыш. Но турнир же проводить еме каст. А бывает ли так, что спортсмены, которые добились там чего-то, да, какой-то определенной высот, и теряют мотивацию? Как вы приводите их в тонус?
Есть такое? Были случаи, вот у меня был воспитанник, он несколько раз был призером в России. Он, будучи в сборной Башкортостана, в один прекрасный день все бросил и оставил все. Конечно, это удивляет очень сильно. И задавал я ему, конечно, вопрос, что тебя к этому привело. Он продолжал проходить в зал, но вот официально выступать он уже перестал, я не знаю, к чему он пришел. А вот сегодня у нас спортсмены вот в студии сидят, да? Можете рассказать о них, как они себя ведут на тренировках? Что можете сказать про них? Ответственно они относятся к выступлениям? Ну, Магомед по-своему лучше знает. Вот Адам, мой воспитанник, очень порядочный, честно сказать, мальчик. Я его как сына уважаю. Его и его отца. Другом он мне является. Вот если бы не он, честно сказать, было бы в зале очень сложно. Он как не самый старший, но очень ответственное лицо у меня в зале. Также очень хороших детей у меня, как и у всех, наверное, много. Перспективных, таких горячих, прям с желанием бороться. Только самое лучшее скажу. Магомед. Я анс ответственно вырш, кенкиш, тренировка кеш бы, кахегиш бы, шашки агардеш бы, тех бы главное хана хабо. Пропускать даже вообще хандасу хар пропускать даже собой, школе сагетер, самогаш хон метец не сделать. А да, ответственно еще я агардеш кенкиш бахирш. Сахтепар алхамдас, бол хабо, сырнамаш да багаш мердалат, кирж бац. А так нормально выступать, нормально мотики, что Россия эсково призер больше кенкиш бахирш. Ну, то есть спортсмены сами стремятся, да? Да, куда-то стремятся. Выступить. Интерес уж был, скван ерж сырнамаш был, бахтаган ерда арбол, сырнамаш был, ерж скван арбол. Значит, дукая асфальт я когда знальчики хан, а же обратно был уж бахирш. Бах инлат интерес уж бахирш, да бах заниматься, де участвовать, де чамбар. Желание уж бахирш. А больше вот победителей у вас все-таки детской, юношеской или уже взрослой категории бывает? Юношеский. Юношеской, да? Видел, что из класса я кабелинги обычно колледж забыл духабарш, так хабах башля дал цар. С бахандух духа, да болхуш. После 9 в колледж болхуш. Так тик эхбос хабах эхту балц. Что духа шарют цар. А ержан ислаш багаж бы. Но ерж кахек интересуешь бы, ухуш бы. Пропускать деш хандас. Нормально, конечно, бахаши бол хабеш. Шашки ахардеш харца бац. Латы болж бы литап нормально. Республика СКФО Россия мотики жёг шадош бердихир. Турнир ждух ягай. Ответственно, конечно, бахир. Вот победители, которые готовятся к серьезным турнирам, да, бывают региональные сборы какие-то для Сборы шхани, сбор хани. Дом отдыха хани так. Выезжать деш 4-5 сборов. Барухаю хану, Ярахану, министру, да их та поддержки Руслану. Я ряс холцан. Сегенки же их этап собой, но уследят. Ковер ждал Арсунцу. Ну поддержки яйцу. Ну, именно сборная необходимая, да, процедура, что... Да, сборушка, их этап, да. Адам, если бы не борьба, чем бы ты хотел заниматься? Жеда хаос барба, яка период жеда ханулся, бета яха. Если барба хода хаят угаш. Барба, зачем халяр хаус? Долго был дзюдо? Месяц. Месяц, да. Не понравилось? Ну, дик спортез, барба, дика хаят. Да, я такого же мнения. Ибрагим, если бы не борьба, что бы ты выбрал? Диш горс. Диш даже раз борьба яйцер. Диш, колледж, да, это часть пулемет кейкер. Адам, что для тебя значит представлять Ингушетию на серьезных турнирах, на больших турнирах? Первый ваш турнир, гала мог хозму хайти, что лучше масна. Гордый представлять ухо Ингушетии. Первый раз на милу хач. Ибрагим? Хозхайт представлять. Сей республику представлять, первый метр жёг.
Представляете, хасыят. Ну, ответственность чувствуешь, да? Зелимхан, можно еще поподробнее чуть рассказать о предстоящих турнирах, которые вот сейчас будут в Ставропольском крае? В Ставропольском крае, что рассказывать, ну, обычный турнир, региональный, туда приедут с разных регионов, естественно. Ну, СНГ в основном. Ну, уровень уже повыше, чем у Нальчики будет, правильно? А дик что турнир? Да, там, ну, помимо этого, в Нальчике в основном Северокавказский округ собирается. Чечня, Дагестан, Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария. А уже в Ставрополе там уже с Ростова могут приехать, с Адыгеи. Ну, уже совсем с другими спортсменами мы будем участвовать. Мы с такими, ну, в основном дети всех своих оппонентов знают. На, допустим, в турнире в Чечне, в турнире Нальчики, в Осетии. Дети уже знают, они уже с ними боролись. А вот уже в Ставрополе они уже встретятся совсем другими людьми. А вот Нальчик, который проходил турнир, да? Сильные спортсмены откуда были еще? С какого региона? Показали сильнее? Ну, там общекомандная была. Общекомандная. И командные, естественно, забрали кабардинцы. У них очень хорошая школа, у них уже олимпийские резервы по борьбе. В Чечне очень много спортивных школ. Помимо нас, если сравнить, в Чечне в неделю 2 раза проводят межшкольные турниры. От этого многое зависит. Но общие командные заняли нальчинские. Осетинская школа тоже хорошая. Хоть и все-таки у них много школ, спортсмены у них тоже развитые. Конкуренция хорошая. Но высокофорсажный, получается, развивается очень хорошо греко-римский стиль, да? Да. Но, тем не менее, наши борцы и кабардинцев, и осетинов, они их не почувствовали, честно сказать. Чем мы очень были рады. Ну, настрой был, да, значит, получается, на победу. Конечно. Что бы вы хотели пожелать спортсменам, ну, тем, кто только начинает свой путь в этом классическом стиле? Дал эту бахулсар. Докцеешь, да, баха. С адукаса. Трамят, штабах. Достойно выступать в республике даёжите. Советую не пропускать тренировки. Естественно, стабильность. Самое главное. Режимы тренировки, режим. Очень важно соблюдать режим питания, режим сна. И, естественно, на тренировках внимательно слушать тренера. Потому что один и тот же прием через год, даже если ты будешь его повторять, они как будто его только сегодня уже взяли. Вот именно, я имею в виду про новичков, которые 1-2 года ходят. Они вот как будто приходят, многие, как будто просто пришли и ушли. Вот им предлагаю вот внимательно слушать своих тренеров, наставления своих тренеров. И, естественно, режимы тренировок не пропускать. Да, дисциплина играет большую роль. Большую. А вот, как ты упомянул, да, межшкольные проходят в Чечне, да? Каждые 2 недели, правильно? Да, у них в Чечне неделю 2 раза проходят турниры. Было бы хорошо, если внедрить бы это в Ингушетии у нас в регионе, да? Очень было бы хорошо даже. То есть больше опыта получали бы Ну, спортсмены. для этого нам нужно побольше тренеров набирать. Греко-римская борьба развита в Галашке, в Нестеровке, в Слепцовске, в Троицком и Альюрте, и в Сурхахах. А так у нас очень много еще поселков, населенных пунктов, где можно было бы открыть или же построить спортивные учреждения, устроить бы работников, тренеров. Если нет конкуренции, результата не будет. И чтобы мы неделю 2-3 раза, хотя бы месяц 2 раза проводили турниры, я как и говорю, нам нужны школы, нужно их развивать. Да. И акцентировать вот таких взрослых ребят, которые уже отучились, чтобы они не убегали никуда, заинтересовывать их, предлагать им достойную зарплату, устраивать их на работу хотя бы. Думаю, вот только так, вот таким путем можно достичь этого.
Адам, что бы ты хотел пожелать своим сверстникам, которые только начинают свой путь в борьбе? Тронко тяхты болсош, тронко пропускасыш, тренер болдош, тачык боле ламызда шихан. Эт буктар даган. Ибрагим, Adam yaxsın. Daçıq bol, əhtuğu boş, lamız, marx doğuş, trenokat, əhtuğuş, тренершла духуш, daçıq bol, əhtuğu boğut. А есть у вас цели там выступить, например, в сборной России, в сборной команды Ингушетии, там в России где-то? Да? Есть цель России выиграть в этом году. До 16 лет. Мгм. А вообще дальнейший план, например, попасть там, в сборную России? У меня есть сборная попасть. Надо в Россию только попасть, потом только в сборную. Олимпийский чемпион, целес, хал. Самая главная цель, да? И что для этого нужно делать? Заниматься, тренеров слушать. Спасибо большое за этот разговор, за то, что пришли в программу, да. И еще раз поздравляю вас с этой победой, которую завоевали ваши подопечные, ваши спортсмены. И желаю вам дальше зарабатывать, достигать этих вершин. Дал это Бог вообще. Хотелось бы сказать благодарность нашему министру Белогорову Руслану Валерьевичу, то, что он оказывает помощь для развития борьбы. Также нашему руководству ФОКа Балаеву Муслиму, также нашему главе Аслану Чукиеву. Они тоже нам оказывают помощь с выездами. Это была программа «Интервью с чемпионом». До встречи в эфире.